Салам алейкум, хурматле милләттәштәр, һаумагы дуттар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. В эфире очередной выпуск передачи «Обсудим с Русланом». Меня не было 2 недели, на это были причины, уезжал в командировку, но сейчас выпуск продолжается, и мы обсуждаем очередные события, которые произошли на текущей неделе в Республике Башкортостан. Итак, первое событие, которое надо обязательно, конечно же, упомянуть, это событие 5-летней давности, а именно столкновение защитников Куштау с представителями БСК, с титушками различными, которые организовывали власти республики, с ОМОНом, с полицией, с Росгвардией, с чоповцами, которые нанимала БСК СОДА. Все это происходили, все эти столкновения происходили из-за одной горы, Шихана Куштау. Вокруг нее развернулись грандиозные события, которые тогда облетели весь мир. Не то что Республику Башкортостан, не то что Россию, а весь мир. Об этом говорили тогда все. Я лично принимал участие в этих событиях. И считается обычно, что именно 15 и 16 августа стали теми самыми днями битв за Куштау, когда 15 августа 2020 года гора Куштау была захвачена сотрудниками БСК СОДА совместно с Росгвардией, полицией, ОМОНами, титушками и так далее. А 16 августа уже, скажем так, защитники Куштау, а также жители Республики Башкортостан, вне зависимости от национальности, вероисповедания, социального статуса, все собрались и отбили эту гору. Но надо вспомнить, что это были не первые битвы. Самая первая битва, которая действительно была такая наиболее серьезная, и когда гора уже могла быть захвачена, произошла с 9 на 10 августа 2020 года. Тогда ночью к лагерю защитников Куштау, который был разбит тогда на горе, приехало около 300 титушек. Кто такие титушки, наверное, вы знаете. Кто не знает, объясню. Это нанятые за деньги, скажем так, люди. Бывают это спортсмены, бывают это какие-то, скажем так, гопники. Вот в нашем случае это были гопники. Люди, которые наняты определенными силами. В нашем случае это было, скажем так, гопники, нанятые сотрудниками БСК, а также совместно с властями республики. Они приехали к лагерю защитников Куштау, и их задача была отодвинуть вообще с дороги лагерь. Лагерь тогда защитников Куштау был разбит именно прямо на дороге, которая вела к самой горе. Их задача была убрать этот лагерь и дать технике заехать на гору. Тогда уже ночью была подогнана техника БСК, с КАМАЗы, различные краны, там автобусы с рабочими. В КАМАЗах лежали там колючая проволока, сетка рабица, то есть чтобы огораживать Куштау вообще полностью. Все это было подогнано, и все ждали просто, когда вот эти титушки просто силой, физической силой уберут лагерь, уберут всех защитников Куштау. В тот вечер, в ту ночь уже, можно сказать, тогда шел проливной дождь, защитники Куштау успели дать клич с призыв о помощи, со всех сторон начали съезжаться люди. А надо заметить, что за день до этого, днем точнее, прошел такой масштабный флешмоб. Флешмоб в защиту Куштау, где собралось там несколько тысяч человек. И потом они разъехались, и ночью было вот это нападение. Я тогда ночевал, я сам родом с Ишимбайского района, я тогда ночевал дома у родителей в селе Петровское Ишимбайского района. Когда я увидел вот этот скажем, клич о помощи, защите тех людей, кто там был в тот день в лагере. А в лагере, надо сказать, что тогда было что-то около 10 человек, в основном это были женщины, там, по-моему, 1 или 2 мужчин всего было. Так вот, к ним приехали вот эти гопники, начали их пугать, запугивать, там с ножами ходили, оскорбляли, унижали, ну и вообще запугивали как только могли. Они вызвали полицию, полиция приехала, ничего не делала, стояла в сторонке. И вот начали постепенно съезжаться, скажем так, люди, неравнодушные люди. В первую очередь приехали с деревни Ахмерово. Это ребята, которые постоянно принимали участие в защите Шихана Таратау, в защите Шихана Куштау.
Фаиль Алсынов приехал, Юлай Аралбаев приехал, с ними еще ребята приехали. Я потом подъехал. И постепенно, то есть мы вступили с ними в самую настоящую драку. То есть, да, они нас пытались, еще раз говорю, убрать с дороги. Мы не давали, мы встали на дороге стеной и не давали им нас убрать, не давали проехать техники. Полиция стояла и тоже не вмешивалась, еще раз говорю. Вот этих вот тетушек, 300 человек, их привезли на автобусах Башавтотранс. Спокойно их ГАИ перекрыла дорогу, все въезды к Куштау. И просто не пропускала другие машины, которые ехали защищать Куштау. А вот эти автобусы с тетушками, их спокойно, скажем так, пропустили. Плюс также многие тетушки приехали на своих машинах со скрученными номерами. Их тоже в тот день ГАИ свободно пропускала. Вот это была спланированная совместная операция, скажем так, сил БСК, сил, скажем так, республиканских властей, ну и вот и всех вот этих, скажем так, в скобках правоохранительных структур в лице МВД, в лице ГИБДД и так далее. Все они были заточены на то, чтобы задача была, то есть захватить Куштау. У них тогда ничего не вышло, всю ночь шли столкновения, людей приходило все больше и больше защищать Куштау. Приехали, потом начали приезжать с Уфы. Я помню тогда, нас когда было очень мало и не хватало сил, мы уже все устали, все выдохлись. И я помню, что я позвонил тогда Ишмурату Хайбулину, сказал, я говорю, если у тебя есть ребята, отправляй своих. И был такой момент, когда приехала, они очень быстро приехали, собрались. Это, я еще раз говорю, это была ночь, где-то 2 часа ночи, может там час ночи. И они очень быстро собрались, приехали, человек, наверное, 10-15, такие, ну, бородатые мусульмане, башкиры, которые там с криками «Аллаху Акбар». Вот реально тогда я видел в лицах вот этих тетушек страх. Вот они тогда нам очень сильно помогли, эти ребята, Ишмурата Хайбулина, и сыграли значительную роль. Ну, в общем, когда нас стало столько же, сколько вот этих тетушек и совместно, и чоповцев, они действовали совместно тогда, все уже тогда поняли вот эти вот, кто нападал на лагерь, что у них не получится захватить лагерь, и они ушли. Ушли, разъехались и так далее. И это произошло где-то, это было уже около 6 утра. То есть всю ночь шла вот эта первая битва. И вот это надо обязательно вспомнить. И с 9 на 10 августа 2020 года, получается, произошли эти события. И с 9 на 10 августа 2025 года этим событиям произошло ровно 5 лет. То есть это первые такие значительные события, которые потом облетели тоже все СМИ. Люди тогда возмутились действиями властей, как они коварно, жестоко поступали с защитниками Куштау. Ну тогда они все обнажили свое лицо. И надо отметить, что тогда во власти стоял, еще раз говорю, конечно же, Хабиров. Тогда был Мурзагулов, который принимал участие непосредственно вот во всех этих событиях. Ну, не лично принимал участие, но он отдавал приказы, он освещал эти события потом так в нужном свете для властей. И сейчас, когда он возмущается, а сейчас я перейду к следующей теме, которая тоже касается БСК «Сода», и где Мурзагулов, скажем так, себя проявил. Итак, следующая тема касается того, что на БСК «Сода» произошел на этой неделе взрыв, ну это буквально произошло вчера, произошел взрыв, который, конечно же, власти назвали хлопком. В результате этого взрыва пострадало, по последним данным, 41 человек. Там вышел газ химический. И в результате вот этого отравления этого газа пострадал 41 человек. Госпитализированы из них 32 человека, из которых 11 лежат сейчас в реанимации. Их увезли в уфимские больницы. То есть 11 человек в реанимации. Блядь, сам жертвы. На, положи. Везде валяются. Везде. Все закрыли. Ебать, все на Первомайск пошло. Люди как тараканы все разбежались.
Да. Это только начало. Мурзагулов тут выпустил пост с оскорблениями, как он, в принципе, и любит, начал оскорблять. Вот, вы все защитники Куштау, которые там боролись, кто-то за деньги боролся, кто-то там по наивной глупости боролся. Вот вы все виноваты в этом, что сейчас этот БСК «Сода» передали Ротенбергам, которые выкачивают все оттуда и не вкладывается в модернизацию. Вот, и оскорбил. Вот что я хочу сказать. Конечно, Мурзагулов здесь пытается с себя скинуть вину, основную вину, в тех событиях 2020 года. Потому что сколько бы я к нему не обращался, сколько бы другие люди к нему не обращались и не просили, если ты такой сейчас стал честный, начал выступать против Путина, против Хабирова, то расскажи, как происходили события на Куштау в 2020 году. Кто отдавал приказы тогда избивать людей, разрушать палаточный лагерь, кто нанимал тетушек этих, кто, скажем так, собирал их, кто им платил деньги, кто отдавал приказы тогда ОМОНу, Росгвардии, кто все это делал. Он молчит, зато вот он пытается, он чувствует свою вину и сейчас пытается как бы вот съехать с этого, пытаясь переложить всю вину уже на защитников Куштау, обвиняя их, что якобы они тогда работали на Ротенбергов. И вот Ротенберги впоследствии в результате вот этой битвы за Куштау, когда Куштау смогли отстоять, вот это БСК «Сода» предприятие сперва было национализировано, передано в собственность Российской Федерации, а потом оттуда Путин ее передал своим друзьям Ротенбергам. И вот он якобы говорит, что все это делалось с подачи, все эти волнения в 2020 году шли с подачи Ротенбергов, и якобы все защитники Куштау, кто-то зная, кто-то не зная, работали тогда на Ротенбергов. Вот. Что я хочу сказать? Я уже выпускал фильм о том, как происходили события на Куштау, кто на самом деле за что боролся, когда начались протесты, потому что Мурзагулов начал говорить, что протесты начались вот только летом 2020 года, хотя я там прекрасно в фильме рассказал, что это не так, они шли намного дольше, намного раньше начались, еще со времен Таратау. Вот. Но самое главное, что я хочу сказать, вот эта авария, Мурзагулов правильно говорит, что авария произошла из-за изношенности оборудования, из-за того, что оттуда с предприятия постоянно выкачивают деньги. Но здесь надо отметить самое важное, в чем Мурзагулов сознательно врет. Он говорит о том, что вот это выкачивание денег из БСК «Сода», изношенность всего оборудования началось только при Ротенбергах. То есть, когда она перешла? Буквально там год, может быть, 2 назад она перешла к Ротенбергам. Вот. Но официально перешла она буквально в этом году, а до этого они тоже уже, можно сказать, что владели. Но на самом деле все это началось, когда уже не стали заменять оборудование, когда не стали вкладываться в развитие, в модернизацию БСК «Сода», началось еще после того, как власти в лице Хамитова сделали мошенническую схему слияния тогда еще ОАО «Сода» с ОАО «Каустик». Это произошло в 2013 году, в результате которого образовалось предприятие БСК «Сода», башкирской содовой компании БСК «Сода», а доля акций этого предприятия, доля акций предприятия ОАО «Сода» до момента слияния в руках республиканских властей была 63%. После слияния она снизилась вдруг до 38%. И, соответственно, уже контрольного пакета акций в руках у республики не было. Вот это все произошло мошенническим путем. Тогда БСК «Сода» ушло к олигархам, таким как Исламов, Харисов и Пяткин. Вот эти три. Харисов, Исламов, Черняков. Пяткин тоже там был. Вот эти ребята, они, скажем так, пользуясь связями, пользуясь тем, что многие из них были знакомы непосредственно с властями в республике, смогли создать вот эту мошенническую схему. Эту схему подписал тогда премьер-министр республики при Хамитове Азамат Илимбетов. И вот в результате этой схемы, еще раз говорю, республика лишилась контрольного пакета акций и лишилась контроля над вот этим стратегическим предприятием содовым. Образовалась тогда БСК «Сода»,
где у республики всего осталось 38%. И она уже не могла контролировать то, что там происходило на предприятии. И вот эти дельцы, олигархи, кстати, все они живут и на сегодняшний день живут, и тогда все они жили в Европе, кто во Франции, кто в Испании, кто еще где. Вот, они тогда начали действительно тупо выкачивать из предприятия всю прибыль. Всю прибыль выкачивали, не вкладывались в модернизацию, перестали вообще выполнять свои социальные обязательства перед городом Стерлитамаком. А тогда до слияния, когда была ОАО «Сода», и когда контрольный пакет был в руках республики, тогда они очень сильно вкладывали в социальные свои обязательства. У них там под шефством были и садики, и школы, и дворец Садовик, и футбольная команда Садовик, мы помним, и тогда и инфраструктура. То есть город тогда вообще цвел, Стерлитамак. Он занимал несколько лет подряд там первые места по России, как был самый благоустроенный город. Все это прекратилось вот после того, как БСК «Сода» перешло в руки вот этих дельцов. Это друзья Мурзагулова в том числе, потому что друзья Хабирова, потому что именно их планы по защите БСК «Сода» и по тому, чтобы отобрать Куштау и отдать его в разработку, тогда лоббировали именно Хабиров, лоббировал тогда Мурзагулов, Бадранов, вот они, это вся команда шайка-лейка. Они тогда лоббировали это и защищали. И вот они тогда же, вот еще раз говорю, выкачивали все, что можно. Об этом, все, что можно из предприятия. Уже тогда начал бить тревогу общественность. Люди, которые работали непосредственно на предприятии, связаны были, которые со Стерлитамаком. Об этом снял фильм под названием «Башкирский разлом», такой общественный деятель, как Денис Громов. Так вот, потом, в результате, из-за того, что был снят вот этот фильм и выпущен на YouTube-канале, сейчас его любой может найти, наберите, пожалуйста, «Башкирский разлом», и он сразу выйдет. Так вот, за этот фильм его тогда осудили на 7,5 лет. Суд был закрыт, и никого не пускали, и адвокаты даже, когда предоставляли, то есть они за что его судили? Якобы он этим фильмом пытался шантажировать руководство БСК «Сода», требуя с них денег. Вот у меня есть фильм, я снял о том, как все плохо на предприятии, как все оборудование устарело и так далее. И вот дайте мне столько-то денег, и я фильм не выпущу. Но фильм уже был выпущен, он был в свободном доступе на YouTube-канале. И когда адвокат Дениса Громова представлял это судье, показывал, что вот по ссылке, пожалуйста, наберите, в поисковике, пожалуйста, наберите, и сразу выходит фильм. Это никак не повлияло на судью, и она вынесла приговор реального срока 7,5 лет. Тогда очень сильно постарались власти, тоже в лице Хамитова, тогда еще Хамитов был. Вот. Уже тогда эти были проблемы, когда оборудование было изношено, когда в модернизацию не вкладывалось. Ну, допустим, есть вот такой факт, что в 2018 году прибыль предприятия составляла 8,3 миллиарда долларов, но выплачено было по дивидендам 9,2 миллиарда долларов. То есть на 11% больше, чем они заработали, было выплачено держателям акций. Откуда эти деньги были взяты? Ну, конечно же, с самого БСК «Сода». То есть оттуда все забиралось, еще раз говорю, выкачивалось. И Минземимущество Российской Федерации подсчитало потери Республики Башкортостан в результате вот этого слияния, когда, еще раз говорю, власти республики потеряли контрольный пакет акций. Так вот, 20 миллиардов рублей оценило Минземимущество ущерб от потери от потери акций вот этих. Плюс 14 миллиардов рублей недополученная сумма поступлений в бюджет. Итого это получается 34 миллиарда рублей. Но это практически $500 миллиарда. Это огромная сумма. Это огромная сумма. Я думаю, что если там на сегодняшний момент пересчитать, будет еще больше. Вот. Это вот та сумма, которую увели вот эти вот дельцы, и которых сегодня Мурзагулов так яростно защищает. И вот все это привело действительно к тому, что на БСК «Сода» в итоге все-таки произошла авария, в результате которой пострадали люди. Будем надеяться на милость Аллаха, что никто не умрет в результате
вот этого взрыва. Но еще раз говорю, 11 человек находится в реанимации. И здесь бы хотелось бы обратить внимание работников БСК СОДА, которые сейчас работают там и которые так боролись по приказу руководства БСК СОДА с нами, защитниками Куштау тогда. Они нам пытались доказать, что вот мы их лишим работы, что вот якобы если Куштау не отдадут, им все будет плохо. Но мы видим, да, что как бы то оно ни было, в результате того, что республика лишилась контрольного пакета акций, все стало плохо везде. Что тогда зарплаты упали при вот этих олигархах в 3 раза практически у работников БСК, что сейчас продолжается это же самое, потому что системой в России рулят олигархи, друзья Путина. Сейчас БСК СОДА перешло к Ротенбергам. То есть, что тогда было, что сейчас, ничего не поменялось. Самое главное здесь то, что мы отстояли гору. Гора осталась сохранена. Пока. Как будет в дальнейшем развиваться события, никто не знает. Но мы видим, что, еще раз говорю, никто, ни прежние владельцы, ни сегодняшние владельцы в лице Ротенбергов не вкладываются в развитие БСК СОДА. И с этим надо что-то делать. Когда Республика Башкортостан станет независимым государством, мы либо закроем к чертям собачьим вот это предприятие вообще, оно не нужно, потому что загрязняет природу. Я на прошлых выпусках говорил о том, что река Белая именно в Стерлитамаке и в Ишимбае считается самой загрязненной. И один из главных загрязнителей этой реки, нашей Агидели, это БСК СОДА. Поэтому нам такое предприятие, я думаю, что не нужно. Либо оно будет переходить на стандарты, которые требуют полный, то есть экологический там, выпуск, да, то есть производство продукции, экологический выпуск продукции, либо оно закроется. Нам такое предприятие не нужно. Следующее, будем надеяться, что все останутся живы и как бы не будет никаких летальных исходов в результате этой аварии. Кстати, ночью произошло еще потом 2 взрыва, но об этом пока власти республики молчат. Хабиров, который тогда, вот он, кстати, в тот день был в Стерлитамаке, и он не поехал тогда на предприятие, он гулял тогда, помню, на каком-то празднике там в Стерлитамаке. То есть, плевать человеку, да, абсолютно. Следующая новость, которую я хотел бы обсудить с вами, она касается, конечно же, мировых событий, международных событий, но она непосредственно может и как бы очень характерной для Республики Башкортостан. Дело в том, что 8 августа был подписан, скажем так, декларация о мирных отношениях между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Пашиняном. We're also lifting restrictions on defense cooperation between Azerbaijan and the United States of America. Это было подписано, эта декларация о мирных намерениях о мирных отношениях была подписана в США в присутствии Дональда Трампа, президента США. И тогда они, скажем так, подписали это соглашение, по которому сейчас какие пункты соглашения. Итак, пункты соглашения такие. Участок Зангезурского коридора, проходящий через территорию Армении, передается американской компании на 99 лет. Раз. Этот путь будет называться «Путь Трампа к международному миру и процветанию». Наконец-то, то есть вот это самая главная тема, которая потом впоследствии я к ней вернусь. Это самая главная тема, которой так долго Азербайджан добивался. Следующее. Поправка 907 была заморожена, которая, скажем так, и США снимают ограничения на свое военное сотрудничество с Азербайджаном. Вот эта поправка 907 как раз и замораживала любые отношения США по поводу военного сотрудничества с Азербайджаном в результате вот этого азербайджанско-армянского конфликта. Дальше. Путь Трампа позволит Азербайджану получить доступ к Нахчевану при полном уважении суверенитета Армении. То есть у Армении ничего не отторгается. Вот тот коридор, так называемый Занзигурский коридор, он будет под контролем американской компании, передан на 99 лет. То есть вот, как я сказал, и теперь Турция свободно может сообщаться через Азербайджан, через вот этот вот путь Трампа со всей Центральной Азией.
Армения и Азербайджан договорились возобновить дипломатические отношения и бессрочно прекратить военное противостояние. И здесь тоже, скажем так, в Конституции Армении будет, Азербайджан требовал, чтобы из Конституции Армении были убран вот этот вот пункт, где территория Нагорного Карабаха принадлежала Армении. Да? Вот это все будет убрано. Так, ну это вот и что здесь, я считаю, важно для Республики Башкортостан, то что вот нас всегда волновал Кувандыкский коридор, который у нас образовался в результате того, что у нас отняли земли, и у нас, и у казахов отняли земли, образовали вот эту вот Оренбургскую область, узкую полоску между Башкортостаном и Казахстаном. И что лишило нас сообщения вообще, общения с нашим братским народом, казахами, башкир с казахами. И мы, конечно же, в результате краха режима Путина мы будем добиваться, чтобы вот этот Кувандыкский коридор вернулся под контроль Республики Башкортостан. И мы видим, что если прилагать к этому усилия, определенные усилия, настойчивость, твердость, проявлять твердость характера, этого можно достичь. И видим мы это, как смогло сделать это Азербайджан в результате конфликта, в результате двух войн с Арменией, и Зандигурский коридор все-таки образовался. Слава Аллаху, как говорится. И я уверен, что у нас точно так же мы сможем вернуть Кувандыкский коридор под контроль Республики Башкортостан. Как это будет, я не знаю, но будем к этому стремиться. Ну и последняя новость, которую я хотел с вами обсудить, это о том, что в России на этой неделе заработал единый реестр повесток. То есть жителям России, в том числе жителям Республики Башкортостан, вот вы можете видеть на, скажем так, на рисунке здесь, вот так выглядит вот эта вот повестка, скажем так, электронная повестка. Начали через СМС приходить уведомления о том, что вам выслана на госуслуги повестка, а в госуслугах вот это вот уведомление приходит о том, что там указана дата и время явки в военкомат и перечень ограничений, в том числе покидать страну. Повестка считается вручена в течение, если спустя 7 дней после того, как пришла она вам на госуслуги. То есть после того, как она была включена в реестр, в единый реестр. Это о чем говорит? Это говорит о том, что то, о чем говорили, вот эта вот, можно сказать, мобилизация, она постепенно открывается все больше и больше. И становится понятно, что власти не отстанут от мужчин России. И они будут их призывать на войну. Что война будет продолжена, как бы ни говорили там о мире, о каком-то. То есть Россия будет наращивать свою военную мощь, военные силы свои, пытаясь дальше захватить Украину. И вполне возможно дальше она пойдет на Балтику. Сейчас вот с Азербайджаном испортились отношения. Скорее всего Казахстан потом будет. То есть у Путина он сошел с ума и он хочет вернуть СССР. То есть вернуть под контроль все бывшие союзные республики. И для этого он, конечно же, наращивает вооруженные силы. Для этого он призывает всех подряд. Сейчас в чем я призываю всех наших мужчин Республики Башкортостан, и в том числе, конечно же, башкирский свой народ. Если вы можете покинуть Российскую Федерацию еще пока, надо пробовать и покидать. Надо ехать в Казахстан, надо ехать в Центральную Азию. Там живут наши братские народы, они примут вас, они вам помогут. Если вы будете в Казахстане, я смогу помочь вам в чем-то. Обращайтесь ко мне. У меня в телеграм-канале тот самый из Башкорт есть чат-бот, где вы можете ко мне обратиться. Есть способ, как написать сообщение. Выезжайте из Республики Башкортостан, из Российской Федерации. Потому что сейчас, если перекроют границы, все, вы не сможете выехать. Вы не сможете выехать, вы будете скрываться. Уже сейчас мне многие пишут, которые уже побывали на войне, но потом, скажем так, не захотели дальше ехать. Сейчас они прячутся по различным городам, как Республики Башкортостан, так и Российской Федерации. Пишут мне, чтобы я помог им
выехать из России. У людей, у многих нету загранпаспортов. Также я призываю, пока есть возможность, обязательно заведите загранпаспорта. У кого они подходят к концу, обязательно обновите. Потому что загранпаспорта очень важны. Без загранпаспортов вы дальше тех стран, с которыми у России есть определенные договоренности, куда можно заезжать без загранпаспорта, по внутреннему паспорту России, таких стран очень мало. И то сейчас эти границы закрываются. Вот последняя тоже новость пришла о том, что безвизовый режим с Монголией Россия прекращает. Почему это делается? Ну, бурятские общественники бьют тревогу, что сейчас вот в результате вот этой вот мобилизации, так как раньше, когда была первая мобилизация объявлена в 2023 году, много бурят, много тувинцев, много якутов уехали в Монголию. И вот чтобы вот этого власти боятся, что будет очередной исход мужчин этих республик в Монголию, они отменяют безвизовый режим, то есть закрывают границы. Сейчас вот по этому реестру, по этой новости о едином реестре, что он заработал, единый реестр повесток, здесь будет закрыт вообще доступ к любой загранице. Хоть бывших союзных республик, хоть там Турции, так других стран. Поэтому пока еще вот это только первые дни, пока еще вот идет хаос и, возможно, еще реестр этот, то есть вот эти указания о том, чтобы не выпускать такого-то, такого-то, возможно, они еще не дошли до тех ФСБшников, которые сидят на граничных пунктах. Пробуйте уезжать. Хотя бы на полгода, на несколько месяцев выезжайте из Республики Башкортостан, скрывайтесь в Казахстане, в Узбекистане, Кыргызстане, в Турцию уезжайте, если есть загранпаспорт. В общем, уезжайте, потому что вас пошлют на убой, вас пошлют умирать. Это прекрасно показано сегодня цифрами. Сегодняшняя Республика Башкортостан является лидером по потерям. Более 6 тысяч человек погибло в этой войне. Нас, башкир, татар и других народов, просто гонят туда на убой. Насколько я знаю, вооруженных сил, которые сейчас воюют в Украине, вообще не берегут народ из национальных республик. Их ставят на самый перед, не обучая, отправляют в мясные штурмы, лишь бы сохранить свой русский потенциал солдат. Всех остальных отправляют вперед на убой. И поэтому такие огромные цифры, что с Татарстана, что с Башкортостана, что с Бурятии, что с Тывы, что с Якутии, из других национальных республик. Уезжайте обязательно. На этом все. Очередной выпуск «Обсудим с Русланом» закончен. До следующей недели. Хау булығыз, хурмәтле милләттәшләр, осрашаңа тиклем.